Мэрия Лайф каждую среду в 19:00, Инстаграм, Фейсбук, профиль One Click Якутск. Подключайся в прямой эфир, смотри, задавай свой вопрос. Представьте себя волшебником. Какую мечту бы вы исполнили? Что-нибудь такое, к сожалению, Почему, к сожалению, не реализовалось. Какая у вас заработная плата? Я не вспомню сейчас, когда последний раз. То есть Давно, очень давно. суровый мужчина, да, не плачет. Чувствуется, что человек полностью погружен в работе и всей душой желает, чтобы город наш процветал и становился лучше. Добрый вечер, вы смотрите Мэрия Лайф, выпуск номер 15. С вами Марика Амосова. Еженедельно, каждую среду в 19:00 подключайтесь, смотрите и задавайте свои вопросы в прямой трансляции в Инстаграме, профиль One Click Якутск. Сегодня на ваши вопросы ответит заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Петров Степан Спартакович. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о деятельности своей работы. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики является структурным подразделением окружной администрации города Якутска. И в своей деятельности мы руководствуемся положением, утвержденным Якутской городской думой. Также мы ведем единую техническую политику на территории городского округа города Якутска в сфере жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, а также водоотведения и энергосбережения. Мы курируем две муниципальные программы большие. Это муниципальная программа формирования, обеспечения функционирования жилищно-коммунального хозяйства и муниципальная программа комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры. Если вкратце рассказать о деятельности департамента за прошедший период, то я бы хотел отметить следующее важное событие. Это по обеспечению инженерной инфраструктуры на территории города Якутска была проведена очень большая работа, я считаю, по обеспечению инфраструктуры земельных участков, выданных многодетным семьям. Была разработана дорожная карта и утверждена заместителем председателя правительства Игорем Германовичем Никифоровым по обеспечению инфраструктуры и развитию микрорайона Северный на Панамском тракте 17 километров, куда также предусмотрены и газоснабжение, электроснабжение, строительство дорог и строительство моста. Согласно данной дорожной карты, в прошлом году, уже в декабре, были подключены первые дома к сетям электроснабжения. Также у нас по данному объекту выполняется проектно-сметная документация по газоснабжению этого района. Кроме того, по газоснабжению у нас была продолжена в прошлом году работа по газификации села Новая Табага, которая планируется завершиться уже в апреле и в мае этого года. Также заключен был договор технологическое присоединение к газовым сетям улиц Панаева, Иеремеева и энергетиков в селе Хатасы, которые долгое время не имели технической возможности подключения к газовым сетям. Была проведена огромная работа по водоснабжению. Это в микрорайоне Марха были подключены 9 домов и одно административное здание, а также была проведены сети центрального водоснабжения для подключения водоколонок в районе мелиораторов, а также были внесены изменения в инвестпрограмму водоканала ООО «Водоканал», куда были включены мероприятия по разработке проектно-изыскательных работ в районе микрорайона Марха также. Еще я бы хотел отметить большое событие. Это мы не забываем о своих работниках в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. И с гордостью могу сказать, что впервые в прошлом году
нами, окружной администрацией города Якутска, были награждены знаками отличия почетный работник жилищно-коммунального хозяйства и почетный энергетик города Якутска. Данные знаки отличия мы утвердили еще в ноябре 2016 года, но первые знаки получили в прошлом году, начали выдаваться с прошлого года. Ну и они ежегодно будут выдаваться, не более 10 знаков каждому получается. Также крупное у нас событие было, как вы знаете, по всей стране реализовался проект формирования современной городской среды. Город Якутск тоже не отстал в этом плане. Было благоустроено 21 дворовая территория, куда, ну, по минимальному перечню это получается асфальтирование дворовой площадки, установка скамеек, освещение дворовое было проведено, урны были установлены, также малые архитектурные формы, детские площадки, спортивные площадки на общую сумму более 150 миллионов рублей. Если быть точнее, у меня здесь есть данные, которые вы мне отправили по отчетности. 152 миллиона 557 тысяч 978 рублей. Это была выделена сумма в прошлом году на формирование. Да. А в этом году известна сумма? Да, в этом году в муниципальном бюджете предусмотрены средства в размере 38 миллионов рублей, но, к сожалению, с федерального и республиканского бюджета на эти цели не будут предусмотрены. И, ну, соответственно, и реализовано будет в соответствующем объеме. То есть меньше, соответственно, сумма меньше и реализация меньше. Конечно, это не 21 дворовая территория будет, а не более 3, я считаю. Ну, сейчас идет подсчет сметной стоимости, и я думаю, в конце марта месяца, а в начале апреля мы узнаем, какие дворы и в каком объеме будут выполнены. Вот вы сказали о том, что в сфере водоснабжения согласована инвестиционная программа АО «Водоканал», где включены с 2018 по 2019 мероприятия по разработке микрорайона Марха. Обеспечено центральное водоснабжение в многоквартирных домах, экспериментальный дом 22 и заводская несколько домов. Вчера как раз состоялся объезд с главой городского округа Айсеном Сергеевичем, и мы увидели довольных жителей, что наконец-то у них внутри в квартирах есть вода, и они могут ее использовать. Вот, ну и хотелось бы узнать, ну вот мы уже узнали, что сумма гораздо меньше, чем в прошлом году. Это за счет того, что нет федерального и республиканского бюджета. Да, субсидировано, да, не будет. Тут еще вот по отчету строительства котельной Лермонтова 200. Расскажите подробнее, что это. Получается, есть существующая котельная Лермонтова 200, да? В этом районе планируется комплексная застройка территории 2 большими компаниями. Это «Строймонтаж-2002» и «Стройкон», которые, ну, планируется уже с этого года ввод объектов данных. Да? И у нами была разработана дорожная карта по строительству Лермонтова 200, и согласно которому для увеличения, ну, для обеспечения потребностей в мощностях будет реконструирована данная котельная. Ну, на сегодняшний день выполнены нулевой цикл строительства, закуплены оборудование необходимое, и, ну, с началом потепления будет начата уже строительная монтажная работа. Когда по плану завершать строительство? Это уже в соответствии с дорожной картой, я считаю, что будут работы выполнены. Так-то планируем в этом году уже завершить. Там дальше будет видно. Тут еще по вашему отчету есть вопрос. Электроснабжение земельных участков выделено семьям с 3 и более детьми. Расскажите, пожалуйста, в каких районах и когда? Наверное, их много. Да, их было распределено более 3000, ожидается еще 500 распределения. Да. У нас на сегодняшний день и существует
указ главы Республики Саха-Якутия о обеспечении инфраструктуры, который вышел в декабре 2016 года, согласно которому в течение 3 лет мы должны обеспечить инфраструктурой. Где были выделены, это у нас в селе Хатасы порядка 900 участков, по Намскому тракту, так называемый квартал Северный, тоже порядка 900 участков, в Магане 23 участка, в Кильдямсах, в селе Сырдах, птицефабрике и в селе Табага. Что на сегодняшний день выполнено? Да? Выполнено в селе Хатасов электроснабжение на 113 земельных участков. Еще в 2015 году работы были завершены. Также по Хатасам у нас разработана проектная сметная документация по газоснабжению. По микрорайону Северный я уже сказал, и существует дорожная карта. По остальным у нас в этом году мы планируем заключить договор техприсоединения в Кильдямсы и также часть села Хатасы охватить. А также вот хотелось бы спросить, по отчетности мы завершили или есть еще что-то дополнить? Ну, я рассказал вам наиболее крупные наши мероприятия, а в целом, если буду рассказывать, то и передачи всей не хватит. У нас муниципальная программа одна из самых больших, мероприятий там очень много, начиная с содержания дорог, содержания наружного освещения, строительства объектов наружного освещения, обслуживания, там много-много получается. Передачи не хватит, боюсь. Хорошо. В социальной сети поступил вопрос, они узнали, что вы сегодня будете выступать, поэтому позвольте зачитать. Санитарная точка, надо обосновать, что такое санитарная точка. Вот я, допустим, не понимаю. Санитарная точка установлена прямо возле новой детской площадки. Это правильно? Есть ли норматив какой-либо? Санитарная точка – это место сбора отходов, бытовых отходов, получается. В соответствии с НИПами, санпинами, да, и соответственно с правилами благоустройства города Якутска, санитарная точка от детской площадки должна размещаться не менее 20 метров. По поводу пересмотра места размещения санитарной точки я предлагаю обратиться в управу по территориального округа, да, и я считаю, что управа должна отработает по размещению новой санитарной точки. Либо можно обратиться в городской портал OneClick и подать заявку. Мы обязательно поможем разобраться в коротких сроках. И приложите, пожалуйста, фотографию. Ну, мы переходим ко второму блоку. Если в прямой трансляции будут вопросы, я обязательно в течение времени задам. Ну а второй блок у нас идет блиц-опрос. Мы подготовили их 10 штук и приступаем к первому. Кем вы мечтали стать в детстве? Ну, в детстве, наверное, все кем стать родители диктуют, да? Мне родители говорили, я должен стать врачом, но, к сожалению, я не дружил с химией, так получилось, что я не стал, да? Я мечтал стать предпринимателем, если так подумать. После 9-10 класса я 2 летних сезона работал помогайкой у китайца. И я с ним думал, стану предпринимателем, торговать там и так далее, вот, с Китая привозить товары и так далее. Но, к сожалению, Почему, к сожалению, не реализовалось, можно сказать. Второй вопрос. Какого качества вы цените больше в людях в первую очередь? В первую очередь, я думаю, честность. Это часто отвечают, что честность в первую очередь все это ценят. Каким вы видите Якутск через 5 лет? Ну, Якутск за последние даже 3-4 года очень изменился, я считаю. Вот наглядный пример, вы можете зайти, сравнить фотографии Google Map и Яндекс.Мэп. Я вот недавно заходил, за 3 года вот Якутск кардинально поменялся, стал намного чище.
я считаю. Ну, Якутск, через 5 лет я вижу современные новые дома классом энергоэффективности, это применение новых технологий каких-то, которые бы прятали нашу коммунальную инфраструктуру под землей. Ну и, конечно же, появление новых каких-то объектов, площадей, скверов, общественных пространств, обновленный парк культуры и отдыха. В целом так. Что вы считаете самым дорогим в вашей жизни? Семья. Какая у вас заработная плата? Ну, на руки где-то выходит 62, наверное. А не на руки? Начисление плюс 13%. Так, ради чего вы просыпаетесь каждое утро? Ради семьи, ради работы во благо города Якутска. Когда последний раз плакали? Я не вспомню сейчас, когда последний раз. То давно, есть очень суровый мужчина, да, не плачем. Когда последний раз смеялись? Минут 20 назад. Представьте себя волшебником. Какую мечту бы вы исполнили? Мечту. Интересно, да, вопрос? Интересный вопрос, да. Так сразу и не представишь. Так сразу и не представлю. Может, во благо точно города Якутска что-нибудь такое. Сингапур 2 может сделать город Якутск. Классная мечта. Я тоже за. Так, и последний вопрос, 10-й. Как вы оцениваете свою работу? Вы отличник, хорошист, может быть, троечник и даже двоечник. И так далее. Ну, свою работу и сам, наверное, не смогу оценить. Мой непосредственный руководитель должен оценить мою работу. И, конечно же, народ. Так что я сейчас не смогу ответить на этот вопрос. Ну а мы завершили второй блок и переходим к третьему. Наша задача максимально быстро ответить за или против на подготовленные вопросы. Аборт. Против. Биткоин. Против. Полигамия. За. Моногамия. За. Часто здесь мужчины ошибаются. Потом говорят, чтобы мы вырезали. А на самом деле... Я понял, да. Ну, можно, если зарплата позволяет, да? Хорошо. Чистый город. За. Однополые браки. Против. Пластическая операция. Против. Минус 50 градусов. За. 40 градусов. За. Снижение тарифов за коммунальные услуги. За. Единая школьная форма. За. Прыжок с парашютом. За. Мост через реку Лена. За. Стабильность. За. Стерилизация животных. За. Открытие дороги на улице Кирова. Против. Ну, мы завершили третий блок, и наш эфир подходит к концу. Степан Спартакович, что бы вы хотели пожелать нашим зрителям? Ну, так совпало, что ежегодно каждое третье воскресенье марта у нас на стране отмечается праздник, День работника бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. И я бы хотел воспользоваться случаем поздравить всех моих коллег, всех работников жилищно-коммунального хозяйства города Якутска с их профессиональным праздником, пожелать им счастья, здоровья, благополучия. Ну, считаю, что благодаря вам наш город становится краше, ярче, да? Наша жизнь комфортная и уютной. А жителям, ну, я бы порекомендовал, у нас есть страничка в Инстаграме также, да, ЖКХ Якутск, подписаться на нашу страничку и быть в курсе событий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, изменений законодательства и так далее. Спасибо. Угу. Чувствуется, что человек полностью погружен в работе и всей душой желает, чтобы город наш процветал и становился лучше.
Ну а каждую среду в 19:00 подключайтесь и задавайте свои вопросы. Подписывайтесь и не забывайте ставить лайк. Поделитесь в комментариях, кого бы вы хотели видеть в следующих выступлениях. На следующей неделе с отчетом выступит начальник управления Сайсарского округа Сыромятников Максим Валерьевич. До скорой встречи!